16-рамочный улей. 16 рамок, то есть считается, сколько рамок войдет сюда. А какие бывают? Бывает разновидностей очень много, начиная там от 6 рамок и до 24 вот в длину, даже до 30. Это лежак называется. То есть это средний, да, получается, 16-рамочный? Ну, примерно, да. Самый распространенный, значит, 12-рамочный. Ну, а уже 16-24 это уже делают люди, которые по своим, как бы, потребностям все это. Сам по себе улей не мед, не таскает, не дает никаких там ни преимуществ. Нет, это просто вопрос технологии и удобства для пчеловода. То есть знать нужно саму биологию пчелы, биологию семьи. Вот пчела с этим, с пыльцой, вот обножка у нее на лапке. Специальные корзинки, вот она собрала пыльцу, тащит ее в улей. Эта рамка, вот она, размер у нее 430 на 230. То есть это размер вот такой вот. Она вот так вставляется. Это додановская рамка называется. Вот есть уже 430, то есть вот сюда в длину размер стандартный у всех рамок. Отличается по высоте. Есть вот на 300, вот это расстояние 300. Есть на 230 рутовская вот такая. Есть на 150 полурамка. Вот они его построили. Вот дальше все больше и больше делают ячейки. Ну и вот так уже выглядит готовый сот. То есть сюда они складывают мед, здесь у них выращивается расплод и так далее. У нас в Якутии как бы другого какого-то монофлерного меда нету. Почему? Потому что монофлерный, это, как правило, это единственный, липа есть монофлерный. И, ну, остальные все, они получаются большей частью сельскохозяйственные. То есть это гречиха там какой-нибудь, рапс, канола там и так далее, и так далее. То есть с больших с каких-то полей сельскохозяйственных. И даже есть предложение разделять мед естественного происхождения, скажем так, с дикоросов, и вот сельскохозяйственный, то есть в разные категории его развести, этот мед. Ну, предложение есть, ну, как бы, пока не движется это дело. Не весь мед в улье липовый, то есть все равно пчелы чешут все вокруг. И получается, даже если липовый мед 60%, то 40% все равно будет к нему дополнение. Ну, считается, монофлерный считается мед. Раньше было, ну, боюсь ошибиться в абсолютных цифрах, до 80% должен был быть какой-то мед, чтобы он считался монофлерным. Сейчас планку снизили до 60%. Лучше всего брать у знакомого пасечника, иметь знакомого пасечника и брать у него. Тут есть хоть какая-то, ну, небольшая, может быть, гарантия. Еще есть вариант. Мед, плотность меда, удельный вес, то есть 1432 грамма весит 1 литр меда. И, казалось бы, да, взял мед, взвесил его. Если в нем нет никаких добавок, он будет весить столько. Но тут опять же варианты. Если есть недобросовестные пчеловоды, если пчел кормить сахаром все время, ну, сахарным сиропом, то получается то же самое, такой же вес удельный получается. Но только в нем ничего нету из природы. То есть по весу даже и здесь, вот здесь даже хитрость есть такая. И плюс еще вот в этот сахарный мед еще, ну, берут обыкновенную пыльцу, от которой пчелы таскают, там, отбирают пыльцу пыльцесборниками. Ну, то есть пыльцу эту накрошили, перемололи и туда в мед. Все меда кристаллизуются. Это зависит от чистоты вот этих же сотов. Если прошлогодний, допустим, мед тут чуть-чуть остался, или кристаллики сахара, то он будет кристаллизоваться и быстро кристаллизоваться. То есть это получается, как кристаллик сахара образовался, он как центр кристаллизации на него. То есть мед это те же сахара, только они разложены до простых сахаров. Если они приносят нектар, это сахароза, и вот то, что мы едим сахар, это сахароза, это сложный сахар, который надо в желудке, его надо расщеплять и так далее и тому подобное. А пчелы инвертируют сложную эту сахарозу на фруктозу и глюкозу. И получается, это очень простые
простые сахара, и их не надо переваривать, они просто всасываются в стенки. То ли кишечника, то ли желудка, то ли вот мы под язык ложим. То есть все меда кристаллизуются. Есть некоторые сорта акация, еще несколько сортов, которые могут долго не кристаллизоваться. А так кристаллизация это нормальный процесс. То есть если вы берете на рынке нормальный закристаллизованный мед, но только он должен быть не такой, как вот эти продают в этих, там с каким-нибудь королевское желе, какой-нибудь бред, чушь собачья там с этим, с маточным молочком там или с прополисом или еще с чем-то. Это уже не мед, это бат. Мед должен быть вот такой, он если закристаллизовался, он твердый должен быть. Твердый вообще, ну липа бывает мягкая, да. Ну вот это такая однородная кристаллизация, это как знак качества. Мед должен быть зрелым, то есть он должен быть запечатанным. Пчелы, когда полную рамку закладывают, они сверху восковыми крышечками закрывают. И это вот говорит о том, что мед готовый. То есть в нем присутствуют те 300 элементов, из-за которых мы как бы мед этот едим и считаем лекарством. Когда если мед не запечатанный, значит он еще не готов. И влажность у него высокая. То есть 16% влажность меда должна быть, при этой влажности мед может храниться очень долго, десятилетиями. Вот правильный мед должен быть вот такой вот, запечатанный. Ну, чуть-чуть пчелам тут не хватило времени. Не всегда, то есть бывает все идеально, ну тут хотя бы видите, вот печаталось это все. То есть влажность меда и свойства его доведены до какого-то, потому что видите, с одной стороны запечатали, здесь просто по времени не успели. Это вы с мая, да, начинаете или когда, с конца апреля? Ну, вытаскиваем с 1-7 апреля, то есть как повезет с погодой и как выходной выпадет. Ну, апрель-май, естественно, они не собирают мед, они на своих запасах. Это медогонка. Это значит центрифуга. Вы ее никак не усовершенствовали, ничего с ней не делали? Нет, она как бы с завода тут у нее все продумано, это дело. То есть крутится. Ой, такой аромат. Вот в чем и дело, что очень много ароматических веществ, которые улетучиваются в процессе откачивания и которые чувствует только пасечник пчеловод. Ну, еще есть. Я, например. Да. Еще есть варианты. Так, а так тормозится. Кассета ставится другой стороной. Сейчас будет с другой стороны мед. То есть вы вот эту вот рамку вставляете, да? Да. И прокручиваю 4 раза, по 2 раза с каждой стороны. Откачанная рамка. Ну вот соты. Соты бывает рвутся в этом месте. Тогда они подлежат выбраковке. Вот, вот все здесь какое красивое. Это вроде целое. Вот это вот то, что все в меду, это потом вот эти рамки подставляются пчелам, либо выставляются на улицу, либо во второй корпус, и пчелы выходят с первого корпуса, поднимаются и осушают их, то есть делают сухими совсем, называется сушь, осушить. Вот это называется забрус, то есть это вот крышечки срезанные. Угу. С рамок, да? Срезанные с рамок, да. В них содержится лизоцим, вот в этих непосредственно крышечках. Что это такое? Это есть такое лекарство, животный лизоцим, в аптеке продается. Заброс вот этот при простудных заболеваниях очень хорош. Жевать его, потому что там чуть-чуть прополис есть в этом забросе, когда срезается с крышки. Там и прополис попадает, и пыльца попадает, там и, в общем, все, что есть в улье, то есть оно по чуть-чуть сюда попадает, и это дело потом перемешал. И при простуде, как мед, точно так же пережевываешь его и употребляешь. Вариантов вскрытия тоже
много. Есть вот такая штука, есть вот ножом, Ножичек, ага. есть вилочкой, есть электрический нож. То есть это все уже происходит в зависимости от того, насколько, ну опять же, кому что удобно, тот так и делает. Ну и от рамки зависит. Когда рамка полностью, допустим, запечатана, и вот выше здесь, то удобно, допустим, можно ножом. Электро, да? Ножом срезать. Если где-то какие-то неудобья получаются, то берешь просто другой какой-нибудь инструмент. Вот здесь иголки. Вот. Начинаем снимать запечатку. Иголки поддевают это дело. То есть вот где места впалые, там не берет. Поэтому сейчас проходим, открываем те места, где все в порядке. Эту раз повесил, ну и вилочкой в те места, где не достает. Еще есть валики, катки с иголками, протыкать просто этот, ну все. В общем, он довольно-таки... Длительный процесс, мне кажется, такой трудоемкий. Раз очистили, опускаем сюда. Берем еще одну рамку. Брать надо рамки более-менее одинаковые по весу, чтобы не получалось дисбаланса и медогонка не прыгала. Такой запах, я прям... Да, жаль, что его нельзя передать. Да, через видео. Передать его на съемку. Красивые. Да, вот это самые такие, которые также берем и снизу поехали. Ну это же прям, не знаю, картина настоящая. Да. Смотришь, смотреть. Это вот пчелы, которые северные, у них вот такая печатка белая, то есть воск белый. Белый за счет чего? Потому что под этим воском до меда оставляется еще воздушный пузырек. То есть когда зимой при нахождении в дупле или где там пчелы зимуют, то есть когда мед расширяется, чтобы он от мороза, чтобы он не рвал крышечку, там присутствует пузырек воздуха. А пчелы, которые южные, живут на югах там, Карника, Карпатка, Итальянка и так далее, у них восковая крышечка прилегает вплотную к меду, потому что у них нет таких низких температур, и поэтому крышечка приобретает цвет меда, который там находится, и она выглядит темной печаткой. Говорится, темная печатка. Темная или как влажная или сырая, ну вот как примерно как вот здесь. Но здесь просто она, ну какие-то, не знаю, какие-то причины. Почему? Ну вот так выглядит. А это характерно для пчел северных. Ну, бывает, если прошлогодняя рамка, то с прошлого года пчелам, если подставлял с медом, ну там оставляешь же все равно на запас на лето, когда бывает, если непогода или еще что-то, чтобы пчелы не голодали, то есть им оставляется запас меда. Ну и все вот это дело бывает, когда старая рамка лето простоит, забыл ее вскрыть, то бывает вот так вот, как бы запечатка вот так проседает и касается меда. А как правильно мед употреблять? Ну, с чаем горячим, с молоком? Просто ложкой есть? Если, как говорится, в лечебных целях, то нужно просто брать чайную ложку в рот и под язык и дожидаться, когда он самостоятельно впитается. Да, это происходит, как правило, очень быстро. Ну а так, когда, скажем так, когда используем для сладости как кондитерские изделия, то там, конечно, что только. Ну, в любом случае, бросать в горячий чай или в горячее молоко смысла нет, он превращается просто в кондитерское изделие. Второй оборот.
Крути, 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 Вы разгоняй. меня снимаете, а не медоноску. Я же вот показываю, что я мед гоню. Качаю, точнее. Качаю мед, правильно? Да, откачиваю. Откачиваю мед. Ну, я ж показываю, что ты тут, что ты не притворяешься, а на самом деле. Он легко, кстати, идет. Вообще нормально, хорошо. Но также и руки можно накачать. И они быстро, нормально? Нормально. Все, в обратку Сразу или должна остановиться? должна остановиться. Я сейчас от вас уйду, буду вся медом пропахнувшая. Так, Меда много там. переворачиваем. Да, он сейчас стекает, и вот качаешь где-то рамок 12-14 откачиваешь, и он полностью вот до сюда достает, уже Ничего потом крутить невозможно. Все, поехали. В другую сторону, да? Нет, так же крути, крути. Тоже пальцы, я боюсь прям так. Крути, крути, крути. Ну, вот. Неофит попал в наши сети, в медовые. Ну, теперь уже только на будущий год.